Ложная или реальная тревога. Накануне вечером силами спецслужб было перекрыто движение по улице Закиевы-Лиди. Новые технологии для безопасности детей. Инспекторы ГИБДД проверяют состояние школьных автобусов. Непривычно, но весьма занимательно. В Сибае прошел фестиваль японской культуры. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Накануне вечером в дежурную часть городской полиции поступило сообщение о том, что на автобусной остановке по улице Закиевы-Лиди возле торгового комплекса обнаружен бесхозный черный пакет. По тревоге были подняты сотрудники правоохранительных органов. В считанные минуты движение в эпицентре событий было перекрыто спецслужбами. На место прибыли и кинологи со служебными собаками. Как выяснилось, опасения были напрасными. В пакете лежали забытые кем-то продукты питания. Зато это послужило хорошим показателем того, насколько оперативно и слаженно могут сработать силовые структуры в случае реальной угрозы. Сегодня, 22 августа, вся страна отмечает День государственного флага Российской Федерации. Флаг России – государственный триколор, официально государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Штандарт России состоит из 3 полос – белого, синего и красного цветов. День российского флага берет начало со времен так называемого августовского путча. В Москве 22 августа 1991 года над зданием правительства подняли триколор на смену красному советскому флагу. В этот день приняли постановление Верховного Совета РСФСР о штандарте РСФСР. Через 3 года был издан указ президентом Борисом Ельциным, который предписывал 22 августа отмечать День государственного флага страны. Символ нашей необъятной Родины всегда используется при встречах чиновников на государственном уровне, спортивных соревнованиях, конференциях. Без него не проходят политические мероприятия, митинги, протесты и шествия. Флаг размещается в большинстве учреждений. Сегодня по всей России проходят приуроченные к празднику мероприятия. Так, в Сибайском парке культуры и отдыха прошел фото-флешмоб, на который приглашались все желающие. Люди в футболках цветов российского триколора собрались вместе, чтобы выстроить единую композицию в виде флага. Кроме того, состоялась массовая зарядка. К другим новостям. В преддверии нового учебного года в Сибае прошла общегородская профилактическая проверка парка транспортных средств, используемых для перевозки школьников, а также инструктажи безопасности с водительским составом городского отдела образования. Удалось ли выявить нарушения в нашем следующем сюжете? Исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора и шин, наличие в автобусах ремней безопасности, аптечек и огнетушителей. На это и многое другое в ходе проверки школьных автобусов обращают особое внимание сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Скоро начнется новый учебный год. Ребята станут выезжать на различные олимпиады и соревнования. И сейчас ответственные лица должны сделать все, чтобы поездки оказались максимально безопасными. Каждая поездка уведомляется в ГАИ, то есть дети собираем полностью пакет документов, то, что установлено законом от 1177, постановлением. Ну, как бы так вот работаем. А что касается водителей, проходят ли они какую-то проверку? Водители, да, ежегодное обучение у нас, как повышение квалификации обязательно, потом проверку обязательно предрейсовый медосмотр обязательно, техосмотр я каждый раз перед выездом провожу. Плюс, если поездка с детьми, осмотр в ГИБДД делается перед поездкой. Одним из нововведений последних лет можно назвать так называемую карту водителя, которая идентифицирует личность шофера. Она является атрибутом другого обязательного на сегодняшний день автобусного оборудования. Каждый школьный автобус оборудован тахографом. Это специальное приспособление, которое контролирует режим труда и отдыха водителя. Кроме того, он установлен совместно со спутниковой навигацией ГЛОНАСС, с помощью которой можно отследить местонахождение автобуса, скорость движения и маршрут движения. Все данные стекаются в единую диспетчерскую службу, которая находится в Центре детского творчества. Все принятые меры призваны максимально обезопасить перевозку детей и предотвратить дорожно-транспортные происшествия. В отделе образования зарегистрировано 6 автобусов. Вот сегодня мы провели, осмотр всех транспортных средств. Больших нарушений
таких, которые влияют на безопасность дорожного движения, не выявлено. Есть, конечно, маленькие, что нужно там поменять, знаки дети, там еще что-нибудь, поэтому больших нарушений с нашей стороны не выявлено. Транспортные средства каждые полгода проходит технический осмотр. Перед выездом, значит, когда осуществляют перевозку детей в летние лагеря, транспортные средства, значит, то же самое проверяется, выдаются акты осмотра. В этом году, значит, еще не выявлено никаких со стороны водителей нарушений правил дорожного движения. По итогам проверки с водителями школьных автобусов была проведена профилактическая беседа, напоминающая, что в их руках находится самое ценное – жизнь и здоровье ребенка. Чтобы избежать аварий, автоинспекторы рекомендовали водителям всегда соблюдать ПДД и быть предельно внимательными за рулем. Лена Кириллова, Ниас Мирхайдаров, Гульвина Раскильдина для службы новостей. С июля нынешнего года в 7-й раз в Башкортостане стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Ее цель – сбор школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно усилиями общественных и коммерческих организаций нашего города Сибай принимает активное участие в этом проекте. Сегодня, за неделю до начала нового учебного года, уже можно подвести промежуточные итоги акции. Перебирать тетрадки в начале учебного года, расписывать новые карандаши и ручки и заполнять свой самый лучший дневник. Совершенно особенное удовольствие. Это помнит каждый школьник, бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость своему ребенку. Задача акции «Помоги собраться в школу», проводящейся на ежегодной основе, протянуть руку помощи нуждающимся семьям и сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника превратился в настоящий праздник. Возможность поучаствовать в благотворительном движении предоставляется абсолютно всем желающим. И из года в год в процесс вовлекается все больше учреждений и общественных организаций нашего города. Подарки. Поэтому вот, пожалуйста, вам. Так. Воспитанники социального приюта «Доверие» города Сибай, как и любые школьники, будут счастливы приступить к занятиям, имея полный арсенал учебных принадлежностей в своем рюкзаке. Накануне в рамках открытия выставки социальной фотографии «Близко к сердцу», состоявшейся в торговом комплексе «Аструм», стартовал сбор средств в поддержку ребят из приюта. Инициатором сбора выступила общественная организация «Вперед, Сибай». Данное мероприятие преследует двоякую цель. Это и ознакомление жителей города с социальной фотографией, с социальной стороной нашей жизни, так и благотворительная помощь Юго-Восточному Центру социальной помощи города Сибая. Сегодня в торговом комплексе «Аструм» мы помогаем социальному приюту «Доверие». То есть любой желающий горожанин может прийти, посмотреть абсолютно бесплатно эту выставку и оказать посильную помощь нашим ребятишкам до 8 сентября. К нам поступают особые дети, и им всегда необходима форма, сейчас будет к школе, портфели, канцелярские товары. Это все необходимо в любом случае. Дети меняются, потому что у нас, и, естественно, потребности, опять же, приходят снова. Пожертвования, которые будут потрачены на, вот как раз в рамках этой акции «Помоги собраться в школу», потрачены на одежду детей в школе. Пожертвовать средства на ручки и тетрадки нуждающимся школьникам может любой сибаец. Для этого в торговом комплексе «Аструм» установлены специальные урны. Итоги акции будут подведены 8 сентября. А вот второклассник Арсен и третьеклассница Ляйсан свои заветные наборы школьных принадлежностей получили уже сегодня. Ляйсан, от нашей редакции, от газеты «Сибайский рабочий» вот такой вот портфель. Мы тебе портфель вот такой приготовили. Там и тетрадки, и альбом, и краски, карандаши. В общем, тебе с наступающим Днем знаний. Держи. Спасибо. Поздравляем, учись хорошо. Оказать помощь и подарить праздник знаний детям из малообеспеченных семей вызвался коллектив местной общественно-политической газеты «Сибайский рабочий». Внутри каждого из 2 рюкзаков все необходимые принадлежности для учебы. В благодарность Арсен и Ляйсан пообещали проявлять должное усердие на занятиях в школе. В этом году при поддержке магазина «Книжный» нам удалось расширить количество комплектов и тем самым оказать помощь еще другим ребятам, которые нуждаются именно в поддержке, в подготовке к новому учебному году. Сегодня это был Арсен, Ляйсан. Ребята очень обрадовались, это дорого стоит увидеть их искреннее чувство радости, счастья, наверное, даже.
Ну, соответственно, и мы рады, что смогли оказать поддержку этим ребятам. Надеемся, что они будут учиться только на отлично и в будущем станут достойными гражданами нашего города и страны в целом. Напомним, что по итогам подготовки к прошлому учебному году от жителей республики, организаций и предпринимателей поступило школьных принадлежностей на общую сумму 7,5 миллионов рублей. Помощь затронула 5123 ребенка из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Школьные принадлежности от населения, предпринимателей и организаций сегодня принимаются в межрайонном центре социальной помощи семье и детям города Сибай. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Расхильдина, телекомпания СТВ. Танабата. Под таким звучным названием на днях в парке культуры и отдыха прошел фестиваль японской культуры. В числе организаторов Сибайский клуб японской культуры Юме но Кайка. Для ребят, которых в клубе чуть больше 20, это стало первым общегородским мероприятием. Движения, не всегда попадающие в такт, плавность, которая сменяется резкостью, порой непонятные движения рук и ног. В этом весь японский молодежный танец, непривычный для взгляда простого обывателя. Впрочем, непривычного в этот день в парке культуры и отдыха было много. Фестиваль японской культуры в Сибае проводился впервые. Большинство мероприятий в рамках него было подготовлено ребятами из клуба Юме но Кайка. Когда-то они объединились по интересам и вот теперь заявили о себе всему городу. Мы собираемся часто. Бывает в нашем клубе очень весело. И все ребята очень хорошие. Ну и вот и мы создали праздник Танабата, считай. Это японский праздник, так же, как и День влюбленных считается, благодаря одной истории, которую мы как раз-таки расскажем в сценке. Пока живу, я буду ждать, любимый, я буду ждать, пока ты не придешь. О, долго ждать, пока не ляжет иней над пряди черной распущенных волос. Если в ясную летнюю ночь взглянуть на небо, то можно увидеть Млечный Путь, великую небесную реку. В программе японского фестиваля Танабата история возникновения праздника, мастер-класс по японской каллиграфии, японские и другие восточные танцы, песни, конкурсы, восточные бои. Всех представителей Сибайского клуба японской культуры в толпе людей можно было увидеть сразу. Каждого из них отличал оригинальный наряд. Мне в основном нравится аниме. Я аниме смотрю почти 8 лет, и за это время я посмотрела более 200 аниме. И именно аниме вдохновляет меня на создание некоторых образов и так далее. Вот ты сейчас в каком образе? Я сейчас должна была быть в образе из аниме «Сумеречная дева и амнезия», но меня отняли парик. Мне нравятся традиции Японии и танцы в основном. Вот лично мне нравится больше всего в клубе это танцевать. Ну, также мы занимаемся оригами и рисуем там и так далее. В принципе, в клубе мы очень весело проводим время. У нас там всегда бывает и чаевничаем, и смеемся, и дурачимся, и занимаемся делом и так далее. Японский фестиваль Танабата – традиционное явление для страны восходящего солнца, тогда как для наших краев, конечно, диковинка. А потому посетить его пришли не только горожане. Сама я родом из другого города, но услышала, что в городе Сибай хотят провести фестиваль японской культуры и решила приехать посмотреть. С этой культурой я знакома давно, мне она очень нравится. Хочу поблагодарить за то, что ребята нашли такую интересную информацию, поделились ею с нами, показали нам что-то новое. Желаю им дальнейших успехов. Еще одно яркое мероприятие нынешнего лета осталось позади. Как отмечают хозяева праздника, коллектив парка культуры и отдыха, они всегда готовы поддержать молодые таланты и дать им возможность реализовать свои творческие идеи и мечты. Так что добро пожаловать. Ляна Кириллова, Евдокия Титаренко, Ниасмир Хайдаров, Гульгина Раскильдина для службы новостей. Такими были новости вторника. А я прощаюсь с вами. Удачи и только хороших новостей. Увидимся.